Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах этого выпуска. Грозит ли пригородам столицы подтопление? Узнаем свежие данные о прохождении ледохода в Якутске. Привить 70% работающих граждан и пожилых людей. Глава республики провел оперативное совещание по эпидемиологической ситуации с главами муниципальных образований. В Ленске снова мусорный коллапс. Как власти города намерены решать сложившиеся проблемы. По данным на 12 часов по якутскому времени в районе поселка Кангаласы на реке Лени образовался ледовый затор, сообщили нашему телеканалу в столичном управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Уровень воды у гидропоста 740 сантиметров, при критическом в 1000 сантиметров. За 4 часа вода поднялась на 44 сантиметра. Отмечается, что на место направят специалистов, которые проведут взрывные работы для ликвидации затора. Ну а более подробно о ситуации на реке Лена в районе Кангаласского мыса нам расскажет наш корреспондент. На прямой связи к нам присоединяется Дмитрий Темыров. Дмитрий, приветствуем. Какая ситуация на реке в эти минуты? Ваня, добрый день. Мы здесь находимся 2,5 часа, и за это время лед здесь не тронулся и не двигался. Он стоит, как и 2,5 часа. Получается, мы здесь наблюдали где-то в 13 часов небольшую подвижку льда, где-то на 30 метров он отдвинулся по течению реки, и после он остановился и все еще стоит. Получается, с города Якутска лед идет и копится здесь, и можно так сказать, здесь образовался своего рода накопитель льда. Но я только что поговорил со специалистами Госкомобеспечения. Они сообщили мне, что до обеда они совершали облет и сообщили то, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в поселке Чемнаи Татинского района, где вода вышла за пределы критических показателей. Ну а в городе Якутске ситуация остается под контролем. Уровень воды чуть-чуть поднялся, но ниже критических показателей. К слову, здесь хочется отметить, что в прошлом году на этом участке на мысе Кангаласский производили взрывные работы. Возможно, и в этом году это повторится, потому что здесь вот мы видим затор. И сейчас, получается, в эти минуты специалисты Госкомобеспечения и службы спасения будут совершать повторный облет, по итогам которого будет решено, будут ли они проводить взрывные работы на этом участке и на других участках, где образовались заторы и возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Ну а мы будем следить за развитием событий, пока такая информация у меня на этот час. Дмитрий, я тебя благодарю. Будем ждать от тебя свежих новостей. О ситуации на реке Лени в пригороде Якутска нам рассказал Дмитрий Темыров. Тем временем 8 населенных пунктов на территории городского округа Якутска попадают в зону возможного подтопления. Это более 264 жилых домов, в которых проживает порядка 1500 человек. Столица готова в случае подтопления в срочном порядке эвакуировать жителей береговой зоны. Так, одним из первых сегодня открыли пункт временного размещения в здании Якутского промышленного техникума. Это бывший ПТУ-16. Здесь, в случае чего, одновременно могут быть размещены до 200 человек. Для пострадавших подготовлены раскладушки с постельным бельем, горячее питание, а также работает медицинский пункт и отдельно изолятор, в котором до прибытия скорой помощи будут находиться больные с подтвержденным диагнозом COVID-19. Глава городского округа Евгений Григорьев отметил, что в случае чрезвычайной ситуации еще 2 эвакопункта будут развернуты в Тулагино-Кильдямском, Наслеге и Табаге. Мы довели информацию до всех жителей, которые попадают под территорию возможного подтопления. У нас порядка 1450 человек. Значит, информация доведена. Информация доведена по мероприятиям в случае необходимости, где ПВР находится, какие мероприятия будут приняты. Круглосуточное дежурство обеспечено на всех территориальных органах управления, которые определены как зона подтопления. Значит, в круглосуточном режиме работает УГЧС у нас сегодня в усиленном режиме. А также мы провели работу по определению мест отгона крупнорогатого скота и материально-технических ценностей.
Перейдем к эпидобстановке. По числу подтвержденных случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 2 недели Якутия занимает 3-е место в стране. Об этом сегодня сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе оперативного совещания по эпидемиологической ситуации. Наиболее высокий уровень заболеваемости, это более 60%, приходится на город Якутск, в котором в настоящее время зафиксировано 79 очагов инфицирования в коллективах предприятий и организаций. Сложная эпидситуация также наблюдается в Мегино-Кангаласском улусе. В республике растет количество тяжелых больных. Участились летальные случаи среди молодых по возрасту людей от 18 до 40 лет. В настоящее время в реанимационных отделениях больниц находятся 60 пациентов. Из них 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Для кардинального преломления эпидситуации перед главами районов поставлена задача по ускорению темпов прививочной кампании. В кратчайшие сроки нужно добиться вакцинации не менее 70% работающих граждан и пожилых людей. Что касается последних данных, 108 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. По данным оперштаба, в Якутске 70 заболевших. Продолжает фиксироваться большое число инфицированных в Мегино-Кангаласском районе. Там зарегистрировали 20 случаев. Еще 6 человек заболели ковидом в Вилюйском районе, по 3 в Кобяйском, Чурапчинском и Усть-Алданском. 2 заболевших выявлены в Хангаласском районе и 1 в Верхоянском. Для компании «Алроса» стартовал навигационный период. Постоянные участники навигации, управления материально-технического снабжения, «Алмаз Дортранс» и речной порт. И «Алроса Лена» готовы к работе в круглосуточном режиме. 16 мая из Усть-Кутского порта в Ленск вышли 2 судна компании «Алроса Лена». Первой партии отправлен срочный технический груз и самолетное топливо. На сегодняшний день из-за частичного ледохода на реке разрешение на движение получено только до устья реки Витим. Снова мусорный коллапс в Ленске. Произошел он еще в начале апреля. Региональный оператор не справляется с поставленными задачами. Не подрасчитав свои технические возможности, периодически приводит город в мусорную свалку. Контролируют работу оператора городские власти. Как решается эта проблема? Смотрите в нашем сюжете. С начала апреля Ленск снова погряз в мусоре. Если раньше неудовлетворительную работу рекоператора списывали на незнание адресов и нахождение мусорных площадок, нехватку техники, то сегодня, спустя месяц работы, становится непонятно, почему эти вопросы до сих пор не решены. Региональный оператор был привлечен к административной ответственности. На сегодняшний день еще есть проблема с количеством мусорных баков на площадках сбора ТКО. И эту работу сейчас мы ведем с региональным оператором. Ну и на сегодняшний день прибыла еще одна машина-мусоровоз. То есть работает сейчас в городе 3, что немного улучшает, но еще не в достаточной степени по ситуации с мусором в городе. В частном секторе городской администрации дополнительно установлены еще 80 мусорных площадок. Оснащением их займется региональный оператор. Надо сказать, что после привлечения рекоператора к административной ответственности ситуация сразу же изменилась. Но было тут проблемы какие-то, ну, как бы они решились, я так думаю. Сейчас вовремя убираются. Техника предприятия работает в авральном режиме. Мусорные площадки в многоквартирных домах заполняются ежедневно. Жители выбрасывают крупногабаритный мусор в баки и складируют его рядом. Постоянно приходится привлекать погрузчики. Отдельная мусорная машина закреплена за микрорайонами. Вывоз ТБО в частном секторе осуществляется по заявкам жителей. Помимо вывоза мусора, региональный оператор проводит субботники. 9 мая 2021 года. Город Ленск. Улица Орджоникидзе, дом 3, корпус 1. Силами регионального оператора проводится уборка прилегающих территорий к мусорной нише. Постепенно город очищается от мусора, и хочется надеяться, что снова не придется привлекать регионального оператора к административной ответственности, которая активизирует его работу. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. И к другим темам. Потенциальный объем поставки поросят населению республики составляет 5500 голов. Поставку поросят в возрасте 1,5–2 месяцев обеспечивают базовые свиноводческие хозяйства районов и 2 крупных свиноводческих предприятия – Хатасский свинокомплекс и Сибирь. Отмечается, что для поддержки скороспелой отрасли животноводства в Якутии разработан проект постановления о возмещении местным бюджетом транспортных расходов на поставку поголовья и кормов. Всего из средств государственного бюджета региона на эти цели выделено 55 миллионов рублей.
Так, предлагается 13 северным и арктическим районам и 4 районам Вилюйской группы предоставить 100% возмещение транспортных расходов. Оставшимся 18 районам Центральной и Заречной группы могут предоставить 50% возмещение. В настоящее время порядок распределения средств находится на согласовании. В республике продолжается работа по увековечиванию памяти и возрождению наследия якутской национальной интеллигенции, одним из ярких представителей которой является Василий Васильевич Никифоров-Кюлемнюр. Выдающийся общественный и государственный деятель XIX века сделал большой вклад в развитие интеллигенции Якутии. Сегодня жители республики отмечают 155 лет со дня рождения просветителя, общественного и политического деятеля конца XIX – начала XX веков. В Якутске прошла церемония возложения цветов к памятнику Василия Васильевича Никифорова. Весь якутский народ мы поздравляем сегодня с днем рождения выдающегося человека Василия Васильевича Никифорова. Наша задача основная, донести до наших детей прежде всего память о нем. Василий Васильевич, вы знаете, что 4 раза сидел в царских, советских тюрьмах, и в последний 4-й раз он не вышел. Погиб в 1928 году, в сентябре месяце. Это для нас день памяти и все равно день скорби. Потому что все равно со слезами на глазах мы все это вспоминаем. Я считаю, что вот возложение цветов, ежегодное возложение цветов, у нас получается как 2 раза в год. День республики и день рождения Василия Васильевича Никифорова. Это как пример воспитания молодежи. Народ должен знать свою историю. Поэтому вот возложение цветов всегда должно быть и всегда должно быть именно примером для нашей молодежи. И очень хотелось бы, чтобы наша молодежь знала нашу историю, не только Якутии, нашей республики, но и всей страны. На этом пока все, но о развитии ситуации расскажем в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.